Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока – правила безопасности поведения в домашних условиях. Сегодня на уроке узнаете об опасных ситуациях, которые могут возникнуть в доме. Познакомитесь с правилами безопасного поведения. Будете формировать навыки, которые помогут избежать бытовых опасностей во время отсутствия родителей. Светит солнышко в окошко, на окне мурлычет кошка. Рядом куколка сидит и на улицу глядит. Скажем кукле, скажем кошке, не сидите на окошке. Неужели вам не ясно? На окне сидеть опасно. У каждого из нас есть дом, в котором мы живем. Дом – это не просто крыша над головой и стены. Это место, где нас любят и ждут, понимают, принимают нас такими, какие мы есть. Место, где нам тепло и уютно, где мы чувствуем себя в безопасности. Ребята, как вы понимаете слово «безопасность»? Какие мысли у вас возникают, когда вы слышите слово «безопасность»? Верно, когда жизни и здоровью человека ничего не угрожает. Что такое опасность или опасная ситуация? Опасная ситуация – ситуация, в которой возникает прямая угроза жизни, здоровью человека, его имуществу и окружающей среде. Помните, многие опасные ситуации являются результатом твоей невнимательности, незнания, каприза, глупости, непослушания. Дом – это не просто стены и крыша. Он устроен сложно. Когда человеку надоело жить в пещере без уюта, он придумал много разных вещей, которые ему помогали. Расхотелось ходить к ручью? Придумал водопровод. Жарить мамонтов на костре неудобно. Изобрел газовую плиту. А сколько электроприборов придумано! Все эти вещи сделаны для удобства. Разве они могут принести беду? Сама вещь не живая. Оживляет вещи человек. И если он умеет правильно пользоваться вещами, знает их свойства, они никогда ему не навредят. Мы с вами говорили о том, что дом – это самое безопасное место, но и дома вас подстерегают опасности. Как вы думаете, какое самое опасное место в доме? Это кухня. Какие же опасности она таит? Давайте разберемся. Когда в кастрюле кипяток, не прикасайся к ней, дружок, и очень осторожен будь. Ее так просто обернуть. Поверь, кипящая вода была опасностью всегда. Не играйте острыми вилками, ножами, ведь такой игрушкой просто что-нибудь поранить. Будет больно, будет грустно, мама наругает. Неужели вам игрушек в доме не хватает? Если ты газ зажигать не умеешь, не подходи, или потом пожалеешь. Очень опасно к плите приближаться. Может она загореться, взорваться. Мама сама все согреет и сварит. Суп приготовит и чайник поставит. Ты же, малыш, не спеши, подрастешь, спичкой
конфорку ты сам подожжешь. Газ может быть очень опасным. Во-первых, скопившись на кухне, он может взорваться. Во-вторых, можно отравиться. Запомните, почувствовав запах газа, срочно скажите об этом взрослым. Сразу откройте окна и проветрите квартиру. Проверьте, закрыты ли краны на газовой плите. Ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички. Позвоните по телефону 104. Газ – это опасность. Включай в квартире газ. За газом нужен глаз да глаз. Запах, чувствуя в квартире, позвоните 104. Телеурок. Ребята, вам твердят нельзя. Играть со спичками нельзя. Огонь опасен, к сожалению, для всех людей без исключения. Его так трудно потушить. Он может все вокруг спалить. И вот уже в огне весь дом. Опасны шалости с огнем. Запомните правила безопасного поведения на кухне. Первое. Кухня не место для игр. Второе. Выходя из кухни, проверь, все ли выключено. Третье. Не ставь на край плиты или стола посуду с горячей пищей или кипятком. Четвертое. Убирай спички в безопасные места. Пятое. Чистота на кухне необходима для безопасности. Как вы думаете, почему нельзя играть на балконе или подоконнике? На балконе так и знай. Ты на стулья не вставай. На перила не взбирайся. Низко не перегибайся. Это может быть опасно. Падать сверху так ужасно. В квартире одним из самых опасных мест является балкон. Нельзя свешиваться через перила, сидеть на перилах, устраивать на балконе разные подвижные игры. Ни в коем случае не надо ради забавы делать вид, что ты хочешь столкнуть приятеля вниз. Эта шутка может обернуться несчастьем. Захочешь форточку открыть, старайся осторожней быть. На подоконник не вставай и на стекло не нажимай. А вдруг не выдержит оно и расколется окно? Ты свалиться можешь вниз. Зачем тебе такой сюрприз? Мудрый филин приготовил для вас загадки о предметах, которые нас окружают. Он называет их наши помощники. Эти вещи помогают нам, создают удобства в нашей жизни. А знаете ли вы, что любая вещь в квартире может быть как безопасной, так и опасной? Может принести пользу, а может при неправильном использовании навредить. Вы назовете их, отгадав загадки. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. Верно, это ножницы. Хожу с края на край, режу черный каравай. Это нож. Она колет очень колко, всем известная иголка. Две стройные сестрицы
в руках у мастерицы. Весь день ныряли в петельки, и вот он шарф для Петеньки. Это спицы. Молодцы, все загадки отгадали. Давайте разберемся, что же может быть опасным в доме. Назовите, о каких колющих и режущих предметах говорилось в загадках. Верно. Нож, ножницы, иголка, вязальные спицы. Чем можно продолжить этот ряд? Кнопки, шила, булавки, гвозди и так далее. Какие правила должны мы соблюдать, чтобы они остались безопасными? Все острые, колющие и режущие предметы надо обязательно класть на свои места. Еще одна опасность в доме – острые и колющие предметы. Порядок в доме нужен не только для красоты, но и для безопасности. Дом в порядке содержи. Вилки, ножницы, ножи и иголки, и булавки ты на место положи. Подумайте, отгадав загадки, какая еще опасность таится в доме? Он учиться помогает, информацию хранит, в игры он с тобой играет, с дисков музыка звучит. Конечно, это наш друг компьютер. Что за чудо, что за ящик? Сам певец и сам рассказчик. И к тому же заодно может показать кино. Конечно, это телевизор. За белой дверцей стужа, лед. Там Дед Мороз, друзья, живет. Это холодильник. Как одним словом можно назвать эти предметы? Правильно, это электрические приборы. Чем могут быть опасны эти вещи? Они могут загореться или ударить током. Какие правила должны соблюдать дети, чтобы электрические приборы не стали врагами? Уходя из дома или комнаты, обязательно выключайте телевизор, утюг и другие электроприборы. Ребята, а что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства от тараканов. Бытовая химия – это тоже опасность в доме. Послушайте стихотворение и скажите, какое правило надо знать, чтобы быть в безопасности? Жили в доме великаны, и жили в доме тараканы. Что же делать? Как тут быть? Тараканов уморить. И купили великаны средства против тараканов. Но остались тараканы, а не стало великанов. Что же случилось? Великаны отравились ядом. Какое правило надо соблюдать? Не открывать химикаты. Поэтому химикаты – это опасность в доме. Химикаты – это яд. И не только для ребят. Аккуратней надо быть, чтоб себя не отравить. Вот сколько опасностей скрывается в нашем безопасном, уютном доме. Чтобы не случилось беды, надо соблюдать правила безопасности. Чтобы закрепить их, давайте поиграем в игру «Да скажи словечко». Не нужно касаться чайника,
который стоит на огне, так как он горячий. Открытая электрическая плита – это опасность. Включай электрические приборы только с разрешения взрослых. Следи за тем, чтобы краны с водой были закрыты. Если произошел несчастный случай, нужно вызвать скорую помощь. Телефон 103. Если произошла утечка газа, вызвать аварийную службу газа по телефону 104. Произошло возгорание, звоним в пожарную службу по телефону 101. Наш урок подошел к концу. Ответьте на вопросы. Какие правила вы узнали на уроке? Для чего нужен порядок в доме? Нарисуйте свой дом или квартиру, как будто смотрите сверху. Где что стоит, работает, горит, шумит. Красным карандашом отметьте опасные места. Будьте внимательными, берегите себя и свое здоровье. А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч!